В Якутии участились случаи телефонного мошенничества. По данным, зарегистрировано уже 400 случаев дистанционного мошенничества только за первые полугодие текущего года. Чаще злоумышленники звонят с телефонов коммерческих банков и, представляясь их сотрудниками, похищают деньги у доверчивых граждан. Как уберечь свои накопления и распознать этих мошенников? Сюжет Саргаланы Федоровой. Какой номер карты и пароль? Какие 3 цифры написаны на обороте? Когда заканчивается срок ее действия? Это излюбленные вопросы телефонных мошенников. Казалось бы, и схема их проста, и давно всем известна. Однако люди, особенно пожилые, все равно умудряются попасть на уловки мошенников. Звонят откуда-то, как бы агент банка, работник банка или пенсионной службы. Ну, мне раз было, да, позвонили, просили, случайно вам закинули соточку, перекиньте обратно. Я сказала, извините, с оператором работаете, я ничего перекидывать не буду. Мы решили выяснить, где злоумышленники берут номера телефонов клиентов банка. Мошенники берут номера телефонов из таких доступных источников, например, как популярны сейчас социальные сети, да, где люди самостоятельно размещают не только свои фамилии, имя, отчество, но и другие персональные данные. А иногда даже размещают сведения о каких-то платежных инструментах. Злоумышленники легко втираются в доверие, используя психологические приемы, так называемые методы социальной инженерии. При помощи возможностей IP-телефонии могут скрывать свой телефонный номер, меняя его на контактные данные реальных коммерческих банков. Имея доступ к базам данных продавцов и распространителей лекарственных средств и других товаров, злоумышленники звонят людям, совершавшим такие покупки, под видом сотрудников кредитной организации, включая Банка России. Все сообщения, которые поступают от имени Банка России, идут с номера 3434. Сообщение от Банка России может поступить только тем лицам, которые ранее обращались в интернет-приемную мегарегулятора с жалобой или вопросом. Если звонок поступил якобы из банка, клиенту сообщают, что по ошибке списали деньги с его счета или наоборот зачислили на счет. Просят перезвонить, сообщить код, который отправили СМС-сообщением. Если человек на том конце провода начал требовать ваши персональные данные, секретные коды и пароли, то следует сразу прервать разговор. Правильнее всего набрать вручную номер банка и уточнить, не звонил ли вам представитель кредитной организации. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск.